Добрый день. На нашем телеканале продолжается цикл подкастов, и сегодня в нашей студии почули Анатолий Инверович. Анатолий Инверович с 1988 года работает в СВТИ, Сухумский физико-технический институт, и работает в нескольких направлениях. Одно из направлений – это преобразование тепловой энергии в электричество, и второе направление – это работа с сильноточными электронными пучками. Анатолий, добрый день. Расскажите, пожалуйста, у вас действительно, на самом деле, очень интересная профессия, и как вы себя в ней реализуете, и какие технические возможности вы используете для своих экспериментов? Сами по себе преобразование тепловой энергии в электрическую вещь не очень новая. Мы этим занимались уже давно. Вообще это одно из основных направлений физико-технического института. В советское время мы очень плотно этим занимались и были на очень передовых позициях. Некоторые наши изделия летали в космос. Их название можно встретить в литературе, там Бук, Топаз там, и так далее. И одно из этих изделий, может кто-нибудь помнит, но в 70 каком-то году или в начале 80-х какой-то спутник упал на территорию Канады. Канада. Да, и там были, в общем, но наши изделия тут было ни при чем, это был технический сбой самого спутника. А так эти преобразователи энергии, они именно в космосе, особенно в дальнем космосе, они незаменимы, потому что они могут десятилетиями работать. Вырабатывают достаточное количество энергии. Там тоже есть свои проблемы, конечно, но именно вот в тех условиях, особенно в дальнем космосе, они незаменимы, потому что в дальнем космосе, далеко от Солнца, там солнечные батареи уже бесполезны. Вот вы, наверное, все знаете такой пример, как Voyager американские. Они уже больше 40 лет летят. И всего лишь там источник. Правда, энергию он вырабатывает все меньше и меньше, потому что радиоактивные элементы, они имеют свой период полураспада. И сама по себе они маломощные вещи. Но этого достаточно для того, чтобы передавать информацию. Они вообще-то были рассчитаны на несколько лет. Работают более 40 лет. Да, уже это работает. Ну, давайте разберем эту систему на составляющие. Есть управляемая ядерная реакция, контролируемая в определенных разумных пределах, и благодаря которой выделяется все-таки тепло. Да, тепло выделяется. Есть так называемый РИТЭК установка, или у них могут быть немножко разные другие аналогичные названия, которые напрямую преобразовывают это тепло в электричество. Да. Но при этом есть и побочные эффекты, такие как радиация. Ну, там, поскольку нету людей, в принципе, и от радиации можно, в принципе, изолироваться, там свинцовая защита, там и тому подобное, но в глубоком космосе это не принципиально, потому что там вокруг везде радиация, там такое излучение, высокоэнергетическое, космическое излучение, оно очень жесткое, очень это самое, так что на его фоне эта радиация, которая в этих источниках есть, она не играет особой роли. Это во-первых. А во-вторых, ты понимаешь, вот преобразование тепла, там тоже есть свои проблемы, конечно. Вот как это ни парадоксально, в космосе, в глубоком космосе, там очень низкая температура, очень близко к абсолютному нулю. Да. Но, тем не менее, когда ты что-то там нагреваешь, а тут греется ядерное топливо, ты тепло некуда скидывать. Да, нету ни воздуха, ни воды, ни это, ничего обтекать. Надо иметь огромные поверхности, радиаторы, которые за счет излучения, только за счет излучения, а это очень большие объемы, тащить это все в космос, это уже проблематично. Но эти проблемы по-разному решаются. Вообще-то проще, конечно, термоэлектрические преобразователи. Это, грубо говоря, такая термопара, которая сделана из полупроводниковых материалов. Один конец холодный, другой горячий. И разность потенциалов. Разность потенциала образуется. Это из школьного курса физики. А мощности? Соседний отдел, но мощности там довольно маленькие. Коэффициент преобразования там маленький, где-то проценты составляет. Более эффективные это термоэмиссионные преобразователи. Там более высокая температура. Ядерное топливо, которое внутри находится, оно нагревает источник электронов, тугоплавкий материал, где-то до температуры 1600-1700 градусов. Нет. Там просто имеется маленький зазор между эмиттером и коллектором.
0,5 миллиметров обычно мы делаем. И когда ты сильно нагреваешь вот этот тугоплавкий материал, допустим, ниоби, там, молибден или что-нибудь такое, у него есть энергия выхода, так называемая, электроны вылетают из него. И если они достигают противоположного электрода, это уже электрическая цепь. И тут можно теоретически где-то до 15% преобразовать тепловую энергию в электрическую энергию. Это предел теоретически даже. Но тут тоже свои проблемы, конечно, есть. Когда эти электроны излучаются, но из физики вы знаете, что если ты убрал из какого-то материала электроны, там остаются ионы. Да. Значит, если облако электронов у тебя где-то выше твоего электрода образовалось, оно обратно притягивается, это так называемый пространственный заряд. И чтобы его нейтрализовать, надо какую-то в этой среде, вот на промежутке 0,5 миллиметров, вот так вообще трудно представить, как это маленькое расстояние в вакууме нельзя преодолеть. Но физика, она есть физика. Вот и в этом промежутке надо организовать какие-то пары, которые ионизируются и которые нейтрализуют вот этот пространственный заряд. И уже эти пары ведут себя, грубо говоря, как проводник, и уже цепь замыкается и, в общем, действует. И сохраняется баланс. Да, естественно. И уже цепь замыкается, и уже это дело работает. Но эти источники, они вообще-то низковольтные, но там можно очень большие токи делать, там где-то десятки, сотни ампер можно делать. Это в зависимости от того, сколько какую батарею ты набираешь для того, чтобы, в общем, вот эти. То есть их можно еще объединять в цепи? Естественно, параллельно, последовательно и так далее. И вообще сами преобразователи тоже бывают. Там очень большой класс этих вещей. Есть одноканальные, многоэлементные, есть многоканальные. В общем, там комбинации всякие есть. И вроде бы все уже давно отработано, но тем не менее, когда с этим занимаешься, все-таки находится, что какие-то резервы там, оказывается, есть. Но получается, несмотря на то, что свинцовая оболочка имеет определенный вес, сам радиоактивный элемент достаточно там, высокую в принципе, плотность. Защиту там, в принципе, можно и не делать, потому что там людей... Аппаратура, оборудование? Нет, аппаратура. Обычно эта штука выносится немножко... За пределы? Да, немножко... такой кронштейн, там, скажем, и источник находится там. Это нужно и для охлаждения тоже. Там все-таки нужны вот эти радиаторы, которые охлаждаются. В общем, там, это, в принципе, решаемые проблемы, и это давно. И в нашем институте они, в общем, занимались хорошо, плотно этим делом. Отдел был довольно крупный. И потом в Союзе, в принципе, когда этими вещами занимались, шло, так сказать, дублирование. Не только одно предприятие этим занималось, а была какая-то негласная конкуренция. Вот. И это вообще-то полезная вещь была. Обмен информацией, конечно, был, обмен опытом всегда был, но, тем не менее, у людей возможность была, как-то сказать, не находясь под каким-то влиянием. Потом режим секретности тоже в этом очень сильно помогал, между прочим, да. И, в общем, успехи были очень даже определенные. Да. Получается, когда речь шла о долгосрочных периодах, более 10 или 20 или 30 лет, несмотря на низкие КПД установки, это все равно выигрывало по сравнению с другими источниками. Потому что других источников равноценных, в принципе, невозможно. Там, в общем, против природы не попрешь, как говорится. И поэтому эти вещи, они и до сих пор востребованы, в общем. Вот мы сейчас вот этими вещами занимаемся в кооперации с российскими предприятиями, которые в этих областях работают. Вот. Благодаря тем наработкам, которые были еще в те времена сделаны. Хотя возможности сейчас, конечно, более ограниченные, но, тем не менее, в общем, пока востребованы, как ни странно, у нас. Но если говорить в целом о ядерной энергетике, то, может быть, мы сейчас отвлечемся на параллельное какое-то направление, но вот ледоколы показали свою эффективность именно с помощью ядерных реакторов. Естественно.
потому что там граммы какие-то сжигаются за да, сутки да, да, или да, за да, да, да. месяцы. За Ну, год спичечный коробок. Да, вот я что-то такое Вот у помню. атомного ледокола Ленина вот такое я помню в детстве. Да, какая-то Да. ассоциация с этими Да, 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 весами, да, да. но самое интересное, что если надо было бы вместо радиоактивного топлива использовать какой-то там уголь или дизель или еще что-то, Естественно. этот ледокол был бы просто неподъемным и непрактичным. Это было чудовище, которое пачкало бы все вокруг. Вообще-то, как это не парадоксально, вот в угле, например, который сжигается на тепловых электростанциях, они выбрасывают больше радиации, чем атомная электростанция, потому что уголь это, углерод, там есть Изотопы, радиоактивный наверное. изотоп, да, у которого довольно долгий период полураспада, он радиоактивный, тем не менее. Ну, по нему Его очень высчитывают мало, возраст. но да, археологи там и так далее. 14-й. Да, С14, да, совершенно верно. Так что, если насчет экологии говорить, конечно, ядерная энергетика, она наиболее практичная, тем более сейчас в России такие хорошие наработки по ядерным реакторам на быстрых нейтронах. Они, теплоносители уже собираются использовать свинец вместо жидкого натрия. И, в общем, в ядерной энергетике в России не только советские наработки сохранены, но очень хорошо продвинутые. В общем, Я помню историю о выход том, что вот буквально 20 лет назад российские технологии настолько пошли вперед в области переработки и обогащения радиоактивного топлива, что Россия даже закупала отработанное ядерное топливо за рубежом и с удовольствием в России продавали, потому что не имели технологий. Я плотно, естественно, я к этому отношения не имею, но тем не менее я сколько из литературы знаю, они, когда строят кому-то атомную электростанцию, они берут на себя обязательство, что топливо перерабатывать и так далее, да, утилизация, хранение и так далее. И вот тот реактор, про который я говорю, насколько мне известно из открытых инфоисточников, вот это топливо, которое хранится, которое проблемы создает с сохранением и так далее, это топливо будет использоваться в этих реакторах новых. И оно будет не только вырабатывать энергию, но и из этого отработанного уже топлива делать новое топливо, которое в тех традиционных реакторах, которые будут использоваться. Это практически бесконечный цикл на тысячелетия тогда. Да, но не каждая страна сегодня имеет Они эти не технологии. имеют таких вещей, конечно, но в чем заключается польза науки, вроде бы, которая бесполезна. Я, может, отвлекусь, но я помню в детстве еще, когда был студентом и так далее, люди, многие обычные обыватели, они всегда ругались, запускают в космос, столько людям есть нечего, лучше бы они ширпотреб какой-то делали и так далее. Я вообще, сейчас, если этих вещей не было бы, у нас не было бы тех вещей, которые нам привычны, да. Навигация. Телефон, я просто где-то читал случай, 18-й год, гражданская война идет, какой-то студент, я не помню его фамилии, потом он действительно был таким видным ученым, хотя большой карьеры не сделал. В 18 году пишет Ленину записку, студент питерский, в Питерском университете он учился. А насчет, я название даже запомнил, селекции каналов высокочастотных этих самых радиоволн. И резолюцию Ленина, что выражение такое, сугубо важное, важная вещь, обратить сугубое внимание. Обратить внимание он не успел, но тем не менее идея потом пошла вперед, и твой телефон, который там у тебя лежит, он по этому принципу работает. Правда, в Америке тоже этим занималась какая-то женщина-актриса, которая физическое образование тоже имела. Там оно больше ход получило. Хотя в Советском Союзе тоже в 1943 году уже, во время войны, Сталин и высшие военные руководители, они имели так называемую ВЧ-связь. Да. Она на этом принципе. Когда он в Тегеран летел, Сталин, на переговоры, он уже пользовался ВЧ-связью. Да, но... И потом члены политбюро тоже, у них в машине, в багажнике стоял большой сундук, который они могли с любым концом Советского Союза связаться. Конечно, это были наземные... Там немножко, да, естественно, там другая вещь была. Там где-то сидел человек, который...
Это принцип действия был тот же самый. Но технология работала. Да, не было микроэлектроники такой, как сейчас есть, но я к чему говорю? Вот обратите внимание, что где-то лет 50-60 прошло до пока реализации. вот эти вещи, да. Сейчас тоже мы вроде многими вещами занимаемся, которые вроде бы проку от него нету, Не будет практичных. какие-то бездельники себе какие-то интересы себе там это самое копошаются в чем-то, чем-то занимаются. Но потом где-то это все равно вылазит. Пройдет время, Да. и эти технологии будут использоваться. Я к чему это говорю? Вот я, допустим, занимался, ну, в науке, особенно в современной науке, сейчас же не времена Архимеда, когда можно было там клепсидрами там что-то измерять или корону куда-то в воду опустить, хотя гениальная, между прочим. По Я тем бы не временам, сообразил, да, на аналоговом я не сообразил уровне. бы ни за что. Да. Да. А вот сейчас другие времена. И вот когда мы занимались ускорителями сильноточными и так далее. Задача-то в чем заключалась у нас? Ну вот пошло там СОИ там и так далее. Разведка докладывала, что супостат занимается вот такими вещами, а безопасность государства это для любого государства это в первую очередь. Ну и получили люди задание, что разобраться, что для этого нужно. Ничего не жалели, между прочим. Обеспечение было и по технике, и людей обеспечивать, и то, и все, снабжение. Все было на высшем уровне. И кинулись этим делом заниматься. Но ты вроде бы простой вещью занимаешься, но она тянет много вещей за собой. Там технологические, металловедческие, всякие. И много организаций работало. И очень интересные вещи, которые вроде бы на этот результат не работают, но могут сработать на этот результат. Я просто помню вот случай, большой ускоритель делали, и такие интересные вещи там пришлось делать. Вот нужно было сделать так, чтобы корпус ускорителя внутри был медный, отполированный полностью, очень гладкий. Чтобы эмиссии потому не что было. это был, четвертьволновой резонатор. Резонатор. Это ускоритель, но он по другому принципу работает, чем это. Там волна тащит за собой вот эти электроны. Но он должен быть медный и гладкий абсолютно. Сопротивление очень низкое должно быть. Но и вместе с тем должен быть прочным, как сталь. Медь не может быть Она прочной. мягкая. Да. Надо Напыление. соединить медь со сталью. Но это тоже проблема. Причем объем огромный. Этот ускоритель до сих пор стоит. Если ты будешь у нас на территории, я как-нибудь тебе Вот мне покажу. всегда было интересно. Он в бункере стоит, шестиэтажное здание, он вертикального Он исполнения. линейный? Ты понимаешь, он импульсного действия, как линейный. Это диод, очень большой диод, похож на большой диод. И он смонтирован вертикально. Да, он вертикально, по-другому его не положишь. И вот эта кастрюля огромная, она сделана вот из этого металла. Соединен сталь нержавеющая с медью. Внутри медь, снаружи нержавейка. Вот кто за это возьмется? По всему Союзу только один завод, который в Эстонии находился. Причем они такую оригинальную предложили, как это сделать. Они сложили эти селены и взрыв в воде. Они слепили взрывом огромные листы. Некоторые листы, которые лишним оказались, они у нас там лежали в сарае, я помню. Не оторвешь их. Наш начальник потом один кусок какой-то вот так срезал, полировал, и у себя за спиной там в шкафу стояло. Всем как образец? приходящим, да, показывал всем. К нам даже министр Славский приезжал, который был министром Средмаша, который ракеты, атомная энергетика, все вот это под этим министерством находилось. Трижды герой труда Славский. Смотрел на эту установку и спрашивал, когда это полетит в космос. Поставил в тупик нашего начальника. То есть масштабы линейных ускорителей были в несколько десятков метров. Он где-то, шестиэтажное здание у нас. 18 почти метров. Вот это, да. И тоже проблема была, это все откачать до очень высокого Там же вакуум должен был быть. И что решили турбомолекулярные насосы. Советская промышленность таких мощных насосов не выпускала. Порылись, соответствующие ребята нашли, что есть такой насос франко-итальянский. У французов он назывался Гимего, я сейчас помню, а у итальянцев Электрорава. Огромный насос, 700 килограмм он весит с лишним, диаметр большой.
И обороты там, по-моему, 80 тысяч оборотов в минуту или что-то такое. Ну, по тем временам Это очень да. большие обороты. Да, но тогда мы, опять же, мы всегда находились под санкциями. Каком тогда так называемый был? Находились под санкциями, а насос нужен. Министерство иностранных дел, Министерство внешней торговли, служба внешней разведки там и так далее. Все подключились. В Швейцарии создали какую-то фирму подставную, купили эти насосы. Для сельскохозяйственных нужд. Перевод инструкций до сих пор у меня лежит на столе. Ты понимаешь, явно видно, что не русский переводил, с итальянского на русский и с французского на русский то же самое. И, в общем, в Средиземном море перегружали с корабля на корабль вот эти насосы. 4 насоса, в общем, сперли, грубо говоря. Один в Ленинграде разобрали, там специализированный институт по вакуумной технике. Хорошенько разобрались с ним. Ну, для исследований, видимо, они, да, ребята разобрались, быстро привезли. Они сами смонтировали эти насосы. Но самая хохма была в том, что они хорошо откачали установку. Как в рекламе. Все откачали, как пучок начал работать, они начали захлебываться. Я даже цену помню ихнюю. Тогда были франки, 70 тысяч франков штука. А до каких порядков они откачивали? -6, -7. Нам пришлось в срочном порядке делать криоконденсационные насосы. Это значит на уровне жидкого гелия. Сделали насосы. Они агат назывались. Но, правда, нам помогал, опять же, этот Ленинградский институт, который вот этими вещами занимался. Но делали, я помню, даже вот там материалы такие идут: алюминий, нержавейка, азот. Азот тоже жидкий, он наружную оболочку охлаждает, потом дальше уже жидкий гелий. И вот на решетках, вот остаток вакуума на решетках осаждается. Да. Да, жидкий гелий, по-моему, там где-то 250 градусов, по-моему, минус. Да. Но правильно ли я понимаю, что вы заполняли сначала эту шахту другой средой и уже работали с ней? Нет. Вакуум там должен был быть очень чистый, очень высокий вакуум. Вот это, почему 6, вакуум? Расскажите. Ну, потому что пучок, он, если будет идти через среду, он затыкается. Там все ионизируется, все рассеивается, а этот ускоритель, он уже имел этот самое ускоряющее напряжение до 2,5 миллиона вольт. Но токи, правда, там были меньше, чем на моих ускорителях, там было где-то около 100 ампер. Но длительность была большая, миллисекунда. На тех установках, на которых я работал, там была микросекундная длительность. Это -6. Да. Это микросекунда, это миллионная доля секунды. Вот. Ну вот почему я об этом спрашиваю? Потому что мы все смотрели в свое время вот эти вот ролики, где в космос выпускались космические спутники, которые какими-то там лучами сбивали другие спутники. И эти установки работали бы только в условиях вакуума. Естественно, да. Тут, там они имели в виду, видимо, лазеры. И, опять же, я говорю, вот эти рентгеновские тоже лазеры, такие проекты были, что, вот, допустим, если взять вольфрамовый стержень, обложить его ядерным зарядом, при взрыве этого заряда образуется температура где-то 1 миллион градусов, много миллионов градусов. Этот стержень испаряется, но прежде чем он испарится, этот вольфрам, он действует как резонатор в лазере, как стеклянный или зеркальный резонатор. Он успевает накачать пучок, частицы энергии, да, он, или сформировать пучок. Это как накачка лазера происходит. И пучок будет направлен, пучок очень жесткого рентгена. Он может пройти через любые препятствия, там боеголовку, там вывести электронику из... И он будет узконаправленный. Да, естественно. Ну, вообще-то фантастика, конечно, чтобы вот этот стержень направить так, как следует на этот объект, и потом еще попасть в него. Но и лететь при этом... я помню, наши ребята шутили, говорит, вот они бьют этим пучком по нашей боеголовке, боеголовка падает, рассыпается, из него вываливаются лампы 52-го года выпуска вместо электроники. Тоже такие вещи были. Ну, конечно, много вещей действительно было бы где-то за гранью, но, с одной стороны, по трезвому рассуждению, я думаю, что вообще делали правильно, что они так вот, в общем,
держали в тонусе. Ну, можно ли сказать так, что когда-то был ядерный противовес, и когда у некоторых стран были ядерные бомбы, это сдерживало Ну, начало более серьезных военных действий. А когда естественно, это прошли вообще эти известное исследования, достижение. да, именно да, вот в те да. годы, это 90-е годы были, да? Да. И уже каждая страна понимала нерезультативность войны в космосе. Да, да, но сейчас, мне кажется, иногда разговоры опять начинаются, но сейчас уже война в космосе где-то более, ну, как разведка, целеуказания там и так далее. Даже сейчас уже вот этот Starlink и так далее, вот то, что на Украине используют, это уже, ну, другие вещи. Вообще, это направление довольно Немножко другое. неожиданно как-то меняется часто. Вообще, всегда, если по истории судить, мы всегда думаем по тем войнам, которые уже проходили, Мгм. а почему-то всегда получается что-то Еще совсем новое. какое-то новое Да, течение. что-то совсем новое. Что-то. Анатолий, мы с вами находимся на телевидении, и как телевизионщик я тоже хотел бы рассказать и напомнить, хотя вы и так это знаете, как работали первые электронно-лучевые трубки в Ага. телевизорах. Да. Конечно же, Извини, технологии... перебиваю, я в школе объяснял это дело. Да. Но, по-моему, не очень хорошо им объяснял. Никто из моих учеников не стал физиком. Ну хорошо, у нас точно так же есть катод, который излучает Да. поток заряженных частиц, электроны, которые разгоняются, фокусируются и прорисовывали изображение на экране. строчкам. Построчно, порядно, По-моему, там даже через... через ряд, да, да, да. потому что через кадровая была. Я не все забыл, оказывается. Да, и на самом деле технологии разного уровня, но физика процессов очень Ну, похожая. естественно, законы физики всегда. Да, а по поводу энергии, которую могли бы нести потоки электронов или протонов, я недавно смотрел видео про дроны-коллайдер, и там было такое сравнение, что современные пучки протонов, которые летят, и они постоянно удерживаются в магнитном поле, в очень узком пучке, ну, хотя бы потому, что нужно, чтобы эти пучки следовали по определенным траекториям, и помимо этого, для того, чтобы пучок ни в коей степени не врезался в стенку. И если пучок попадет вдруг аварийно в стенку, он пробьет эту стенку и на расстоянии до 100 метров может взаимодействовать с окружающей средой. То есть вот какого уровня энергии. Не знаю, Ну, там правда гигантские это энергии, или да. нет, но такое было озвучено. Но есть история советского физика Анатолия Бугорского, который тоже занимался исследованием элементарных частиц. И, конечно же, он не подставлял свое лицо в прямо этот волновод и так далее. Он находился рядом, и поток элементарных частиц вышел из-под контроля направления и пробило волновод. А там сам волновод сантиметры, но пучок должен был удерживаться в миллиметрах. И несмотря на то, что этот пучок выбился из волновода, он пробил ему лицо. И уникальный случай, когда Он живой человек, остался, да. он остался живой, но На получил одно при ухо этом, оглох, по-моему, да. да, получил при этом огромное количество облучения в рентгенах, но при этом выжил. Чудо Да. произошло. Вообще-то радиация, она довольно странная вещь. Я вообще не узкий специалист в этой части, но, тем не менее, вот одна и та же доза, допустим, в одних и тех же условиях вроде, там все носит довольно случайный характер все-таки. Вообще-то физика элементарных частиц — это в основном вероятностная вещь. Это тяжелое и, может быть, и вряд ли прибыльное занятие. Но интересное, я тебе скажу. Ну, кому интересно. Вам большое спасибо за то, что пришли в нашу студию. Да, вам И мне спасибо было тоже. бы интересно рассказывать о том, как может работать наука в Абхазии. У нас действительно в ваших институтах наработаны огромные опыты, и хотелось бы, чтобы молодые ребята себя реализовывали. Ну, в принципе, кадры решают все. Вот с кадрами у нас очень плохо. Вот я считаюсь молодым, я уже 23 года на пенсии. Правда, я в 50 лет вышел на пенсию. Вам большое спасибо.